В Межрегиональном управлении Россельхознадзора прошли публичные обсуждения результатов деятельности правоприменительной практики за третий квартал этого года. Так, должностными лицами за первое полугодие проведено 70 плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и 69 внеплановых. В ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлено 16 административных правонарушений, наложено штрафов на сумму более 400 тысяч рублей, взыскано около 402 тысяч. Выявляли транспортировку семян, несоответствие транспортных средств при перевозке семян. Также при реализации посадочного материала выявлялись, что не соответствует требованиям ГОСТа. Вот этот вопрос тоже будет подниматься. И по безопасности зерна у нас выявлено нарушение по декларированию. Было вынесено 9 предостережений государственным унитарным предприятиям после проведения мониторинга безопасности, наблюдения за соблюдением обязательных требований. Это по 248 закону, который вступил сейчас в этом году. Не было продекларировано зерна, который выпускался в оборот на территории Таможенного союза. Поэтому нами выдано предостережение им, что они обязаны по недопущению нарушения законодательства продекларировать зерно, которое урожай 2021 года. Обсудили вопросы правоприменительной практики в области государственного ветеринарного надзора. За 3 квартала проведено 5 внеплановых проверок, по результатам которых 4 предпринимателя привлечены к административной ответственности за нарушение законодательства в сфере ветеринарии, качества и безопасности пищевой продукции. Нами проводится отбор продукции в данных учреждениях. Это школы, детские сады, больницы. Также мы ведем мониторинг Федеральной государственной информационной системы «Меркурий» на предмет оформления и гашения ветеринарно-сопроводительного документа. Значит, надо отметить, что качество поставляемой продукции в социальные учреждения вызывает озабоченность. Вот в течение текущего года, с начала года, нами в данных учреждениях отобрано 17 проб продукции, и в ходе исследования этой продукции выявлено 3 факта фальсификации продукции. Наиболее часто встречается фальсификация продукции в сфере молочного производства. По данному факту нами принимаются соответствующие меры, выдаются предписания изготовителям продукции на прекращение действия декларации, привлекаются к административной ответственности по статье 1443 КоАП Российской Федерации. Также выдаются требования руководителям социальных учреждений об изъятии из оборота продукции из данной партии.